Прекрасный форум, на самом деле, потрясающая совершенно идея, потому что у каждого педагогического вуза есть, естественно, свои какие-то культурные традиции, свои особенности, свои какие-то фишки, условно говоря. И вот здесь вот, собирая студентов из самых разных областей, мы производим такую диффузию идей, и как говорят, если у меня есть идея, и у тебя есть идея, когда мы обсудим, у нас у каждого будет по 2 идеи. Вот здесь у каждого будет минимум по 30 идей. Потом они придут в свой вуз, и это вот как вирус начнет распространяться, эти идеи, по всем остальным кафедрам этого вуза, и я уверен, что впоследствии это поднимет качество образования как в самом вузе, так и потом, как следствие, в школе. Поэтому сама идея потрясающая, реализация чудесная, организаторы большие молодцы. Какими качествами должен обладать победитель форума, конкурса? Он должен быть, естественно, хорошим профессионалом в идеале. Насколько это можно для студента еще быть как бы профессионалом, как педагогом. Вот. А во-вторых, он должен, естественно, в основе всего личность, он должен быть интересен как человек, он должен быть профессионален как человек. Но поскольку я знакомился с предварительными этапами, смотрел, то могу сказать, что каждый из участников уже и профессионал, и личность, а этот пусть будет самый-самый-самый. А какие возможности дает для участников форума? Ну, как я уже говорил, это прежде всего обмен идеями, обмен опытом, это коммуникации, и это возможность понять, что ты движешься в правильном направлении. Потому что не всегда учитель, или будущий учитель, находясь в своей какой-то среде обитания, понимает, что все хорошо, что трава зеленая, небо голубое, солнце яркое и прекрасное, и надо только чуть-чуть подождать, и будет все хорошо. Да? Мне когда-то запомнилась одна чудесная фраза: если бы люди знали, как близки они были к цели, то никогда бы не отступили в самый ненужный момент. Вот я надеюсь, что такой форум поможет им прежде всего понять, что они действительно учителя, что они профессионалы, что они нужны системе образования, и от этого выиграет и система образования, и они. А еще один вопрос. Вот конкурс «Учитель года» и вот форум конкурс «Учитель будущего поколения». Есть какие-то схожие моменты? Ну, естественно, и то, и другое форум, и то, и другое, как бы, с одной стороны конкурс, с другой стороны это фестиваль определенных идей, который позволяет людям развиваться. Вот. Вчера, соответственно, очень правильно было сказано вашим ректором, что конкурсные испытания постарались разделить между учителем года и, соответственно, учителем будущего поколения. И это правильно, потому что одно дело, когда ты уже состоявшийся профессионал, и другое дело, когда ты только пробуешь голос. Это совсем другие истории. И, те нагрузки, которые есть у профессионального спортсмена, и те нагрузки, которые испытывает человек, только пытающийся заниматься спортом, они должны быть различны, и должны быть различные фокусы. Поэтому, невзирая на то, что испытания отличаются, общая цель повышения качества образования, профессиональной адаптации и прочее, они реализованы просто блестяще.